Салем балалар! Сегодня пройдем первый урок казахского языка, уровень А0. В этих уроках мы выучим 100 глаголов. Первые глаголы у нас бару, келю. Бару– идти, пойти, келю– приходить. Например, мен барамын– я пойду. Смотрите, в казахском языке всегда мы в первую очередь говорим о человеке, кто совершает действие, да, кто. Мин– я. И потом уже в конце, всегда в конце говорим о действии, которое он совершает. Мен барамын– я пойду. Мен барамын. Так, теперь я хочу вас ознакомить с временем ауспала ОСШ. Переходное настоящее время. Вот, ОСШ. Это время отвечает за привычки, которые мы совершаем каждый день, и о факте. Например, факт, то, что мы, например, где-то живем, да? Так, теперь рассмотрим примеры. Мысалы, мен күнде мектепке барамын. Я күнде, каждый день в школу, мектепке барамын. Иду. Я каждый день иду в школу. Вот. Смотрите, глагол бару, убираем суффикс у, на место него добавляем суффикс а, е, и. Вот. В этом случае добавляем суффикс а. Бара и добавляем личное окончание, в зависимости, кто совершает действие. Например, я совершаю, поэтому добавляю окончание ман. Мен күнде мектепке барамын. Так, смотрите, как работает ауспалы ОСШ. Етістік глаголу добавляем суффикс а, е, и. А, е добавляем после, если слова, наши глаголы заканчиваются на согласные, добавляем а, е. И в зависимости, если последний слог твердый, заканчивается на буквы как а, о, да, добавляем суффикс а. Если глагол заканчивается на мягкие гласные, значит добавляем е, например, как звуки вот, добавляем суффикс е. Дальше, если глагол у нас заканчивается на гласные, неважно, твердый у нас или мягкий, добавляем суффикс краткий и, қысқа и. Потом уже добавляем личное окончание, в зависимости, кто совершает действие. Так, второй пример. Сен күнде жұмыстан келесің. Ты каждый день с работы приходишь, келесің. Вот глагол кель, добавляем суффикс е и добавляем личное окончание. Кто совершает действие? Ты. Поэтому добавляем сын окончание. Сен күнде жұмыстан келесің. Вот. Если мы здесь уберем вот слово местоимение сен мен, по окончанию можно понять, кто совершает действие. Мысалы, күнде мектепке барамын. Я каждый день иду в школу. Күнде жұмыстан келесің. Ты каждый день идешь, приходишь с работы. Вот. Понятно с окончания уже. Дальше ознакомимся глаголами ояну, ұйықтау. Ояну – это у нас просыпаться, ұйықтау – это у нас спать. Примеры. Сен әрқашан 7-де оянасың. Ты всегда в 7 часов оянасың. Просыпаешься. Вот глагол оян. Убираем суффикс у. Вот смотрим на последний звук я. Слог. Это у нас твердое. Добавляем а суффикс. Оянасың. Кто совершает действие? Ты. Сен әрқашан 7-де оянасың. Дальше. Ол үнемі сағат 9-да ұйықтайды. Он всегда үнемі 9 часов. Смотрите, в русском языке, если вы сначала говорите цифру, потом уже слово часов, а в казахском языке мы всегда сперва говорим часы, вот сағат, потом уже говорим числительное. 9-да. Сағат 9-да ұйықтаймын. Ұйықтайды, он спит, я. Он спит всегда все 9 часов. Дальше. Алма кейде ерте ұйықтайды. Алма иногда рано спит. Ұйықтайды. Ұйықта корень. Вот видите, заканчивается на гласный у нас глагол. Вот. Добавляем, значит, краткий и. Ұйықтайды. Дальше. Теперь хочу вас познакомить с личным
жалғау. Личное окончание. Жіктік жалғау. Вот. Первое слово мен. Когда речь говорим о себе, да? Добавляем окончание мон, мен, бон, бен, пон, пен. Теперь ознакомимся, когда мы добавляем эти окончания. Первый пример, например, мен оқушымын. Я ученик. Если слова заканчиваются на гласное, мы добавляем окончание мон, мен. Мен оқушымын, мен алмамын. Мысалы. Так, дальше. Смотрите. Также я это уже говорила, есть по окончанию мы можем понять, речь о ком идет. Например, задает вопросы, да, нам. Сен кімсің? Кто ты? Сен кімсің? Вот. Кто? Вот. Оқушымын. Я ученик. По окончанию уже мы говорим я. Я ученик. Мен оқушымын. Оқушымын. Уже понятно. Дальше. Следующий пример. Мен қызбын. Я девочка. Я девушка. Қызбын. Смотрите, если у нас слова заканчиваются на звуке ж, з, значит добавляется окончание бын, бын. Мен қызбын. Вот. Дальше, последний пример. Бұл мен қанатпын. Это я қанат. Смотрите, если слова заканчиваются на эти звуки, значит добавляем окончание пын, пын. Вот. Мен қанатпын. Вот, если вы скажете «мен қанатмын», некрасиво звучит. «Мен қанатбын». Видите? Не подходит. А в казахском языке мы любим звучание, поэтому добавляется «пын» окончание. «Мен қанатпын». Дальше. Слово «біз». Уважительное слово «мен». «Біз». Мы. Добавляется окончание «мыз», «міз», «біз», «біз», «пыз», «біз». Примеры. «Біз баламыз». Мы дети. Вот, баламыз. Біз мұғалімбіз. Мы учителя. Біз мұғалімбіз. Смотрите, здесь уже біз добавляется после этих звуков. Ж, з, м, н, н. И последний пример. Біз жаспыз. Мы молодые. Жаспыз. Также добавляется после этих звуков. Пыз, біз. Если слова заканчиваются на эти звуки, значит добавляется окончание пыз, біз. И еще пример с глаголом уже. Біз мектепке барамыз. Мы в школу пойдем или идем. Вот. Барамыз уже к глаголу добавляется. Вот. Кто завершает действие? Либо кто ты, да? Біз баламыз. Ты кто? Вот. Біз. Мы кто? Біз баламыз. Мы что делаем? Біз мектепке барамыз. Следующее слово сен. Ты. Окончание добавляется сын, сын. Например, сен баласын. Ты ребенок. Баласын. Например, мы задаем вопрос, да? Мен кіммін? Я кто? Сен оқушысың. Либо слово оқушысың просто скажем, да? Ученик. Ты ученик. Уже по окончанию понятно, что речь идет о тебе. Мы говорим ты. Дальше. Ознакомимся с глаголом эшу, жил. Эшу – это у нас пить, либо полноценное блюдо кушать, как завтраки, ужин, да? А жил – это у нас есть что-то, какое-то блюдо есть. Например, сен күнде таңғы ас ішесің. Ты каждый день күнде таңғы ас, завтрак, ішесің. Ішу, вот, ішу, обираем суффикс у, добавляем ауыспалы осы шақ, іше и добавляем личное окончание. Кто совершает действие? Сен. Вот, сен күнде таңғы ас ішесің. Дальше. Сен жиі, ты каждый день завтракаешь, либо завтрак кушаешь. Дальше следующий пример. Сен жиі су ішесің. Ты часто пьешь воду. Су у нас вода, часто, жиі, ішесің. Что делаешь? Пьешь. И последний пример. Сен палау жейсің бе? Палау – это у нас плов. Ты плов кушаешь? Есть? Ты ешь плов? Вот. Палау. Плов. Жеу корень у нас. Так как глагол заканчивается на гласный, добавляем суффикс «и».
жейсен. И у нас вопросительные частицы. Когда мы задаем прямые вопросы, мы добавляем, не добавляем, а используем вопросительные частицы. Сен палау жейсен бе. Вот. Следующее. У нас слово «сыз». Местоимение «сыз». Добавляем окончание «сыз». «Вы» переводится. «Сыз аспассыз». Вы повар. «Сыз», «вы», «аспас». И добавляем окончание «сыз». Вы повар. Так, ознакомимся с глаголом «карау», «тындау». «Карау» — это у нас смотреть, «тындау» — это у нас слушать. «Сіз үнемі теледидар қарайсыз». Вы всегда телевизор смотрите. Қарайсыз. Вот корень «қара». Добавляем суффикс «и», қысқа и добавляем личное окончание, так как совершает действие «сіз». Вы. Үнемі теледидар қарайсыз, можно сказать, да? Без местоимения. Сіз әрқашан ән тыңдайсыз. Вы всегда песню слушайте. Тыңдайсыз. Вот корень тында у нас заканчивается глагол на гласный, поэтому добавляется суффикс «и». И потом личное окончание, вот, так как совершает действие «сіз». Сіз әрқашан ән тыңдайсыз. И последний пример. Сіз радио тыңдайсыз ба? Вы радио слушаете. Тыңдайсыз ба? Вот вопросительные частицы здесь использовали. Так, следующее у нас слово «ол». Местоимение «ол». Он, она. Местоимение слова «ол» мы не добавляем никакое окончание, но в переходном времени ауспалос шах для глагола мы добавляем окончание «д». Например, ол, он мальчик. Мысалы, ол қыз, она девочка. Видите, никакое окончание не добавляем. А теперь ознакомимся с глаголом. Это слово, глагол у нас алу, беру. Алу – брать, либо купить что-то. Беру – давать. Так, например, ол күнде нан алады. Он каждый день хлеб покупает, либо берет, да? Вот к глаголу добавляем переходное время суффикс «а», и потом добавляем вот это окончание «д» для переходное время. Вот. А когда говорим существительных, мы не добавляем никакое окончание. Глаголов мы добавляем «д». Дальше. Ол әрқашан маған ақша береді. Он всегда маған, мне деньги дает. Он всегда мне дает деньги. Вот глагол бер, давать, добавляем суффикс «е» и добавляем вот это окончание «д». Следующее. Ол саған ойыншық бермейді. Он, либо она тебе игрушки не даст. Бермейді. Здесь уже смотрите, глагол беру, корень, добавляем отрицательный суффикс «не», это у нас «ме», окончание, суффикс «ме». Берми. Берми – это не давай, не давать. Бермида – не дает, не даст тебе. Бермида. Так, смотрите, ознакомимся теперь этими отрицательными суффиксами. К глаголу добавляем отрицательные суффиксы. Вот, маме, бабе, папе. В казахском языке после глагола мы добавляем отрицательные суффиксы, потом уже добавляем суффикс времени. И уже потом добавляем личное окончание. Сначала, значит, говорим не давать, вот что-то, да, либо не брать, а потом уже не беру или не даю, в зависимости от времени. Например, мен күнде жұмысқа бармаймын. Я каждый день на работу не иду. Вот. Барма – это не идти, бармаймын – не иду. О времени, да? Мы говорим о привычке. То, что мы каждый день идем на работу. Дальше. Біз жиі теледидар қараймыз. Мы часто, біз часто телевизор не смотрим. Қарамаймыз. Вот корень қара.
добавляем отрицательный суффикс «ма», потом уже добавляем переходное время, суффикс «и», потом уже добавляем личное окончание, так как совершает действие «біз», «мы». Біз жиі теледидар қарамаймыз. Дальше сен үнемі кешкі ас, вот, сен үнемі кешкі ас ішпейсің. Вот. Ты часто, кешкі ас это у нас ужин, ішпейсің, не кушаешь. Ішпе это не кушать. Ішпейсің, не кушаешь. Ты не кушаешь. Вот. Сіз әрқашан ертең оянбайсыз. Вы никогда. Ой, неправильно прочла. Сіз ешқашан ерте оянбайсыз. Вы никогда рано оянбайсыз. Ояну – это просыпаться. Оянба – не просыпаться. Оянбайсыз – не просыпайтесь вы. Дальше ол кейде маған ақша бермейді. Она иногда мне денег не дает. Вот, берме – не давать, бермейді – не дает. Надеюсь, вам было все понятно. Если что-то непонятно, напишите в комментарии и напишите, какое вам объяснение понравилось или не понравилось. Всем до свидания. Сау болыңдар.